Сюда нанизываем одну большую розовую и маленькую черную. То же самое с другой стороны. Кайтариша. Просто и быстро, дешево и доступно, модно и стильно. Все применимо к мастер-классу Натальи Кадзоевой. Сегодня по плану сердечная тема. Задание мастера – сплести кольцо из бисера в форме сердца. Среди учениц Натальи представительницы разных возрастных категорий, но задание для всех одинаковое – создавать своими руками. По словам наставника, для этого требуется не так уж много материала – бусы, бисер и проволока. Мастер-класс сегодня девочкам я показала, это крестики, самое легкое плетение. Можно плести с помощью этого техника, можно плести браслетики, колечки. Я использовала проволочка 0,3 мм, леску, бусы, мелкий бисер. Мастер уверяет, что даже новичку будет достаточно 1 часа для создания кольца из бисера. Нужно лишь располагать терпением и минимальным творческим арсеналом. Вот и Аиша, младшая из всех гостей мастер-класса, терпеливо нанизывает на леску очередную бусину. Девочка плетет впервые и рассчитывает, что в итоге ее творение не будет уступать остальным. Это интересно, но для меня это чуть-чуть сложно. Наталья Кадзоева – профессиональная швея. Бисероплетением занимается около 10 лет. Преподает кружок в Республиканском доме народного творчества. Ее работы из бисера часто представляются на различных выставках. Это хобби со временем стало и ее финансовым доходом. От частных заказов нет отбоя. Говорит, что сегодня ею движет желание делиться секретами любимого дела, передавать свои знания бисероплетения. Я очень люблю прикладное искусство. Люблю заниматься, вышивать. Умею плести макраме, вязать спицами, крючком и бисероплетение. Теперь модно из бусинок разные сумки делать. По словам мастера, бисер – один из самых невероятных материалов, в котором сочетаются безграничные возможности творческого поиска, реализация потенциала, богатство красок и разнообразие размеров. Бисероплетение сегодня считается одним из популярнейших видов рукоделия. Участники мастер-класса делятся. Это занятие не только увлекает, но и успокаивает. Наставник настолько доходчиво объяснил, что я уже освоила азы. Мне очень нравится заниматься бисером. Я в дальнейшем продолжу заниматься. Работа над бисерными изделиями не только позволяет создавать красоту своими руками, но и развивает усидчивость, фантазию и моторику движений пальцев. Не сдержались и подключились к процессу и работники музея. Здесь такой процесс увлекательный, и, конечно, такая жажда соперничества, она дает свои результаты. Поэтому я думаю, при желании здесь можно сделать интересные вещи. И судя по тому, как Наташа сегодня, наш наставник, показывает интересные разные техники, это действительно увлекательное, такое успокаивающее немножко действие. Большую роль играют аксессуары. С ними образ может заиграть совершенно по-новому. Некоторые рукодельницы намерены носить сердце на руке в буквальном смысле. Ведь форма сердца стала одним из текущих трендов. Сердечки можно встретить в новых весенне-летних коллекциях одежды, а ювелирные дизайнеры вовсю выпускают сердцевидные украшения. Я плету колечко, я буду их часто носить, почему бы нет. Мастер-класс проходит по инициативе Музея изобразительных искусств Ингушетии. Все материалы для работы были предоставлены бесплатно. Думаю, все-таки девочкам сегодня было очень интересно сплести себе разные изделия. Это и браслетики, и кольца. Сегодня мастер-класс у нас именно на эту тематику. Вот. А сама Наташа, она уже давно занимается творчеством в ДПИ. И по вязанию, и бисероплетению, и по валянию. Вот. И думаем, что вот как бы в дальнейшем мы планируем еще провести персональную выставку. К персональной выставке она уже подготавливается. Это уже у нас буквально не за горами. Некоторые новички справились с задачей меньше, чем через час. Первые кольца в форме сердец уже готовы. Каждый участник мастер-класса может унести с собой подарок, сделанный своими руками. Диана Дударова, Джамалеил Султыгов. Новости 24.